Сегодня в выпуске. Руслана Зейтуллаева приговорили к 12 годам колонии. Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины. Двері Європи для України відкриті. Джамала вышла замуж. Благословіть ваш шлях, ваш шлюб. Це ваш перший документ на все життя. Добрый вечер. 26 апреля, 1154 день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. 12 лет в колонии строгого режима. Российский суд признал Руслана Зейтуллаева организатором севастопольского отделения Хизбут-Тахрир, организации, признанной в России террористической. Ранее Зейтуллаев был приговорен к 7 годам заключения. По ходатайству прокурора, который требовал для него 17 лет колонии, Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Вынесен обвинительный приговор в отношении Руслана Зейтуллаева Северокавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания исчислять осужденному Зейтуллаеву с 26 апреля 2017 года. С зачетом его задержания и времени содержания под стражей в связи с данным делом с 23 января 2015 года по 25 апреля 2017 года включительно. Адвокаты с приговором не согласны. Он намерен обжаловать его в течение 10 суток. Пока его приговор не засилится, он будет находиться в СИЗО номер 1 города Ростова. Зейтуллаева обвиняют в терроризме. Крымчанин своей вины не признает. В связи с этим 22 дня назад объявил сухую голодовку. Он после заседания также заявил о том, что он прекращает голодовку. Резко ухудшилось его здоровье. Руслан Зейтуллаев был арестован в оккупированном Крыму в январе 2015-го. Мусульманина обвинили в организации севастопольской ячейки Хизбут-Тахрир, признанной террористической в России. Дарина Иванютенко, Заман, АТР. Репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму обсудили на 16-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в Нью-Йорке. Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар выступила в качестве представителя правительства Украины. Крым татар vatandaşlarım, saygılı Tamır halklar temsilciler. Selam алейкум. Just last week, на прошлой неделе Международный суд ООН в Гааге обязал Россию возобновить Меджлис и выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по Конвенции про ликвидацию всех форм расовой дискриминации. Украина рассчитывала на полноценное выполнение решения суда, однако оккупационная власть Крыма пренебрегла им. 31-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС отмечается в Украине. 26 апреля 1986-го на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Всемирная организация здравоохранения называет цифру 9 тысяч человек, погибших в результате техногенной катастрофы. Согласно данным Чернобыльского союза, погибли и умерли от болезней порядка 60 тысяч ликвидаторов. 165 тысяч стали инвалидами. Авария на станции произошла ночью в 1:23. Сегодня ночью в Киеве возле монумента героям Чернобыля состоялась поминальная церемония. Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины. Теперь очередь за министрами Евросоюза. Они должны одобрить визовую либерализацию для Украины 11 мая. После этого состоится подписание и публикация решения в официальном журнале ЕС. Безвиз вступит в силу через 20 дней после публикации. Двері Європи для України відкриті. Зараз залишилось рішення Ради Євросоюзу на рівні міністрів, і процес завершений. Должна ли Россия содержать жителей оккупированного Донбасса? С таким вопросом к москвичам обратились журналисты «Радио Свобода». Я считаю, что Россия должна поддерживать своих. Тем более, что, наверное, и в Луганске, и в Донецке там наших русских и наших украинцев, наверное, много людей. Каждый, наверное, российский человек в душе, да,
любит свою родину. А так как мы родились в Советском Союзе еще и помним это время, я считаю, что мы все братья, да? И вообще мир должен быть на всей земле. Это даже не обсуждается вообще. Поддержка все равно должна быть в любом случае. Вообще, скорее всего, наверное, внутри страны. Зачем они должны то есть, тратить как бы деньги на эту войну? Деньги нужны для народа, прежде всего. Вот, чтобы народ наш жил хорошо и чувствовал себя достойно. Ну, естественно, не надо. Есть более насущные проблемы. Ну, я думаю, что Россия, оккупанты оккупировали территорию. И Крым оккупировали, и сами виноваты в этом. То есть мы оккупанты, я считаю. Вот не мы, а Путин и его правительство оккупанты. И то, что нас ненавидят, это правильно, это имеет почву и предпосылки. В принципе, везде в мире есть свои проблемы. То есть в том числе и на Украине, и там в Сирии, и где бы... И понятно, что страны, которые не могут сами из них выйти, им нужно помогать. Отрицательно. Я думаю, что если бы не вливание наших денег туда, на Украину, наверное, может быть, ситуация как-то бы поменялась. Металлические опоры, ограждения и дорожные знаки. Так выглядит сегодня Шулявский мост в Киеве. Месяц назад на нем случился обвал. Ремонт до сих пор не начался. Тогда на место приехал мэр столицы. Обещал быструю реконструкцию. Что говорит Виталий Кличко теперь, знает и Елизавета Цареградская. Впереди дорожные работы, ограничение скорости 40 км в час. Эти знаки предупреждают водителей, въезжающих на Шулявский мост в Киеве. 27 февраля край этого моста обрушился, повредив несколько автомобилей. Рабочие тогда огородили место обвала. Эти ограждения стоят и сейчас. В первые сутки как обвалилось. Видели, что-то делали, но реально что? Потом нет, вот поставили вот эти вот решетки. Вроде как перегородили, не ходят, не ездят. Никто ничего, ноль. У моста дежурит полицейский патруль. Там, где произошел обвал месяц назад, люди переходят дорогу. Даже внимание не обращают. Да пускай падають. Все одно. Є підпори. Ну що робити? Куди ходити? Іншої дороги немає. Другой раз оглядывается, потому что действительно страшно. Ну, все обвалилось, и получается страшно. Шулявский мост, который был признан аварийным 7 лет назад, ремонтировать не начали. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, проект реконструкции утвержден, ремонт начнут в конце лета. Дороге задоволення. Це буде однозначно більше мільярда гривень, може бути, дойде до 2 мільярдів. І наше завдання – як можна швидко зробити реконструкцію. Тобто чіткої дати все ж таки немає? Дня, місяця, коли почнеться? Зараз документація. Експерти працюють. Я впевнений в тому, що в серпні ми вже можемо виходити на місце, починати роботу. Роман Спиридонов, Елизавета Цареградская, Ильдар Исматов, Ильдар Тарахташ, Заман, АТР. Проект «Чумацкий шлях» о диалоге украинской и крымско-татарской культур стартует в Киеве с завтрашнего дня. 4 выставки развернут на территории национального заповедника «София Киевская». О том, как проходит подготовка, смотрите в материале наших журналистов. Так проходит подготовка выставки, рожденной войной, которая направлена на то, чтобы показать взаимовлияние украинской и крымско-татарской культур. Работники монтируют шатер в зале, посвященном крымско-татарскому быту. Рустем Скибин, художник и один из участников проекта, рассказывает, что крымско-татарская культура имеет много общего с украинской. Это небольшая часть экспозиции, которая будет расположена под шатром. В ней мы показываем предметы быта, которые использовали наши прародители, предки. Это и предметы ремесла, это и предметы утилитарные, которыми мы пользовались в приготовлении еды. Выставка, рожденная войной, будет занимать 4 зала в галерее «Хлебня». Один из них посвящен оружию крымских татар и казаков. Тут ми бачимо одно з навершей прапора кримського хана. Датується він 17 сторіччям, дуже рідкісна річ. Немає ні в одному музеї України подібного
екземпляри. І перше в Україні було знайдено такий алем, він знаходиться, я ще раз скажу, в колекції Олександра Фельдмана, і вперше публично демонструється саме на цій виставці. Выставка «Рожденные войной» будет длиться 2 недели. Светлана Паламарчук, Ислам Пинка, Заман, АТР. Джамала вышла замуж. Украинская певица крымско-татарского происхождения Сусанна Джамаладдинова стала женой крымчанина Сидбекира Сулейманова. Церемония никях, обряда бракосочетания, состоялась в Киеве в Исламском культурном центре. Как это было, далее в сюжете. Невеста Джамала в белом, нежном и длинном платье с кружевами. Жених Сидбекир Сулейманов в национальном крымско-татарском костюме. В мечети их встречает имам Саид Исмагилов. Церемония бракосочетания никях прошла по мусульманским традициям. С обеих сторон свидетели только мужчины. Сначала имам спросил благословения у родителей, затем у молодоженов. Во время никяха жених должен подарить невесте махар – свадебный подарок. Ви обговорювали шлюбний подарок. Що ми запишемо? Добре. За вашим бажанням. Молодые трижды дали согласие на заключение брака. Оголошую вас чоловіком і жінкою. На свадьбе родители молодоженов и родные. Дедушка Джамалы приехать из Крыма не смог. Поздравления внучке передал через родителей. Дедушка тоже, он, наверное, переживает также. Вместе с нами это... Ну вот приеду, все расскажу, все покажу. Он сразу мне сказал, что в любом случае друг другу надо уже уступать. Моя мечта сбылась. Я очень рад за это. И желаю им счастья, и мира, и согласия. Я его люблю. Очень хороший у нас зять. Чтобы они жили. Радостно, безусловно. Радостно, рада за детей. Машаллах. Аллах бахтларын версин. Я очень счастлива. У меня был сын, теперь есть и дочь. Пускай они будут счастливы и радуют нас. Пускай их семья будет крепкой и счастливой. Из Турции прилетела родная сестра Джамалы Эвелина. На свадьбе она вместе с супругом и дочерью. Мы очень ждали, кого же все-таки выберет наша любимая Сусаночка. Слава Богу, çok şükür, достойного жениха выбрала. Дай Бог им счастья, Аллах uzun ömür versin, mutlu mesut etsin. Hep birlikte mutlu yaşasınlar. Церемония никях длилась полчаса. После молодожены и их родные уехали на свадьбу. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пинка, Заман, АТР. На этом пока все. Следующий выпуск новостей на украинском языке в 20:00. А через несколько минут эфир продолжит программа «Бугун». Хорошего вечера. Будьте с нами.